да ұшыраған бик қызыклы көрініштерді өзінің проза эсерлерінде суреттеген. Творчество Шамиля Усманова актуально по сей день, говорят ученые. Повести, пьесы, множество рассказов и статей. В них Шамиль Усманов описывает жизнь в годы революции. Он сам вырос из революции, из гражданской войны. Свою деятельность в этой сфере начал с пьес. Потом перешел к прозе. В его произведениях, наверное, основой является личность и революция, личность и общество. Шамиль Усманов был комиссаром Приволжской татарской стрелковой бригады, секретарем революционного комитета ТАССР. За перо взялся в 30-м году, чтобы донести до солдат суть революции. Его первое произведение, пьесу «В кровавые дни», сегодня обсудили на круглом столе. Классики всегда предвидели, какие дадут результаты событий борьбы сегодняшнего дня через десятилетия, через столетия. Вот именно Шамиль Усманов видел вот эти задачи перед народом, вот как 20-е годы, 30-е годы они решаются и какими они должны быть в дальнейшем. Творчество Шамиля Усманова многогранно. В своих произведениях он освещает тему революции, гражданской войны и советской власти. Например, в произведении «Дочь страны» он рассказывает о подвиге партизанки. В его рассказе «Фантазии Радиус Памира» революция уже случилась во всем мире. Это настоящее приключение. Шамиль Усманов ярко показывает чувства, желания и надежды людей того времени, их отношение к действительности. В рассказах «Любовь к раскома», «Тремя снарядами», «Отдайте ядро обратно», «До восхода луны» – эпизоды суровой фронтовой действительности. В Тургайских степях боевой путь легиона, сформированного из представителей разных национальностей. Вот здесь он действительно доступным языком, образным языком детально описывает и цели революции, и участников, создает такие колоритные образы. Вот сегодня мы познаем эти события гражданской войны через его произведений. Шамиль Усманов – заметная фигура в татарской публицистике 20-30-х годов. В его статьях вопросы преобразования татарского алфавита, развития татарской литературы и искусства. Его талант особо проявляется при подготовке к созданию республики, но вместо признания писателя жестоко наказывают. Сажают в тюрьму и пытают на допросах. Его обвинили в султангалиевщине, потому что он при создании республики Татарстан, при налаживании работы республики, первых шагах показал такую бурную деятельность. И, конечно, на него обратили внимание и обвинили его в национализме. Шамиль Усманов реабилитирован лишь в 1955 году, спустя 17 лет после смерти. Сирина Васильева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.